Медицинские учреждения с собственной вертолетной площадкой. Таких в России единицы. Долгое время только федеральные клиники могли позволить себе такую, можно сказать, роскошь в оказании экстренной медицинской помощи населению. Но ситуация изменилась, и благодаря стремлению руководства Коми нам удалось получить федеральное финансирование строительства собственной вертолетной площадки. Безусловно, это большая для республики победа. Но что она значит для Ухты, где площадка будет организована и пациентов городской больницы? Давайте разберемся. С помощью экспертов, которых выслушала наш корреспондент Ольга Коняева. Строительство вертолетной площадки при больнице в ухтинском поселке Шудаяк. Это тема, которая на слуху уже, наверное, почти как год. Вроде бы такому проекту только зеленый свет, но есть и иное мнение. Якобы вертолетную площадку нужно строить за рекой, в 2 километрах от больницы. Может и так, но давайте по порядку. Площадка для посадки вертолета при больнице. Это рядом. А когда речь идет о спасении жизни при инфарктах, инсультах, остром коронарном синдроме, это рядом становится остро необходимым. Страшно, когда ты в отдаленном районе и срочно требуется медицинская помощь, а специализированные учреждения с современным оборудованием далеко. В Ухте и Сыктывкаре. И когда кроме как по воздуху больного не вывести. Там уже работает несколько лет у нас ангиограф. Там успешно применяются и коронаропластики, то есть те операции, при которых при остром инфаркте миокарда удается восстановить кровоснабжение сердечной мышцы для того, чтобы не было потом катастроф. Болезнь системы кровообращения – самая распространенная причина смертности в Коми. В том числе и потому, что экстренная эвакуация критических больных в нашем регионе не всегда получается действительно экстренной. Огромные расстояния, отсутствие дорог. Страдают жители Ижемского, Усть-Илимского, Троицко-Печорского, Ударского района, Вуктыла, Печоры, Усинска. Санавиация для них порой единственный шанс выжить. Это слова медиков. Возьмем самый такой труднодоступный район, Усть-Илимский, с большим количеством ФАПов, но с низкой технической возможностью оказания помощи экстренной при том же коронарном синдроме. То есть пациент, допустим, попадает в Усть-Илимскую ЦРБ, там ставится, верифицируется диагноз, но состояние его настолько тяжелое, крайне тяжелое, что ему может помочь в его ситуации только экстренное стентирование коронарных артерий. Как происходит экстренная эвакуация в Ухту сейчас? С Усть-Цильмы до Северной Жемчужины вертолетом примерно 40 минут. Плюс в реанимобиле из аэропорта Ухты, куда сегодня садятся вертолеты, до городской больницы в Шудаяге еще 40 минут. Получается слишком долго. Да и сама транспортировка, лишнее перекладывание больного – это дополнительная угроза жизни. Все зависит только от того, как меняется динамическое состояние этого пациента во время медицинской эвакуации. И если оно меняется настолько критично, что пациенту реально угрожает смерть во время медицинской эвакуации, либо существенное ухудшение прогноза, мы, естественно, должны максимально сократить плечо эвакуации. Нужна площадка для санавиации именно рядом с медучреждением, чтобы исключить долгую дорогу, настаивает врач Михаил Сурин. Такой проект для больницы в Шудаяге разработан. Сейчас проходит госэкспертизу. Но некоторые местные жители высказываются против. И их аргументы выглядят довольно убедительными. Один из таких – площадка при больнице будет небезопасной. Мол, пилотам может помешать туман, дым от соседней котельной. А приземление на территорию, окруженную лесом, чуть ли не самый опасный для вертолетов маневр. Откуда это взято, я вообще не понимаю. Во-первых, дымы от котельных везде, но они везде присутствуют. Никак не влияет на выполнение полета. Зимой, если, например, да и летом, дым от котельной это является своего рода ориентиром определения направления ветра и скорости ветра. Это говорит профессиональный летчик с 45-летним стажем. На такие площадки, где есть препятствия, все посадки осуществляются вне зоны влияния воздушной подушки. Таких площадок у нас очень много. Это практически все площадки на буровых, все площадки в деревнях, куда мы летаем по транспортным схемам. Это площадки по нефтегазопроводу.
Вертолет выполняет зависание против ветра на высоте 5-10 метров над препятствиями для ориентировки по центру площадки. Затем вертикально снижается. Это и есть посадка без использования воздушной подушки, объясняет Анатолий Самойлов, заслуженный пилот России, который летал в том числе и на Ми-8. В этой истории он лицо нейтральное. Говорит, на закрытую площадку порой легче сесть. Здесь ориентиры четкие для геликоптера, в отличие, например, от аэродрома. Но суть даже не в этом. Безопаснее, небезопаснее. Везде должно быть безопасно. И с учетом этого есть требования федеральные для строительства этих площадок. По проекту площадка размером 22 на 24 будет оснащена светосигнальным оборудованием, в том числе и для ночных полетов. Сектор и курс захода на посадку определяется также специальными правилами, где нет препятствий и ограничений для авиатехники. Над домами и больницей винтокрылая машина точно кружить не будет, говорят авиаторы. Взять в пример хотя бы Сыктывкар. Тут целый аэродром в черте города, по нескольку рейсов в сутки. А в Шудаяге по плану раз 30 за целый год. В самой больнице установят пластиковые окна, чтобы шум, пусть и крайне редкий, меньше тревожил пациентов. Шумоизоляция больницы предусмотрена в рамках проекта. Это все входит в ту стоимость, которую нам рассчитали предварительно, 25-23 миллиона рублей. Хотелось бы отметить, что данная вертолетная площадка будет использоваться только в экстренных случаях. По нашим расчетам, это не более 2-3 раз в месяц. Поэтому данный уровень шума и данное количество использования площадки позволяет говорить о том, что не будет существенных изменений в уровне шума и в загрязнении окружающей среды. Еще один важный момент. Для безопасной посадки площадку нужно содержать. Тогда ни снежные вихри, ни туманы не помешают выполнить миссию санавиации. Кроме, конечно, нелетной погоды. Укатывать, расчищать от снега, включать световые ориентиры для точного приземления и контролировать процесс. Эти обязательства возьмет на себя само медицинское учреждение. Безусловно, предложение общественников достойное. Та вертолетная площадка за рекой, которую они рекомендуют, даже когда-то использовалась по назначению. Здесь есть свои плюсы и минусы. Она тоже недалеко от больницы, но по деньгам выйдет в копеечку. Дополнительные средства потребуются на создание поста охраны при площадке и ее круглогодичное, круглосуточное содержание. Да и сама реконструкция, как нам сообщили в Минздраве, выйдет в 50 миллионов рублей, что в 2 раза дороже, чем строительство посадочной площадки рядом с больницей в Шудаяге. И это даже без учета переноса линии электропередачи и обустройства подъездных путей от трассы. Ухтинец Вадим Мясников выступает за строительство площадки у больницы. И его удивляет мнение тех, кто считает, что площадка должна быть за рекой. Мол, добираться всего 5 минут, недолго, можно построить и там. Я лично проводил эксперимент, и совершенно очевидным является путь, который планируемый вертолетной общественниками площадки, очень неудобным, и он не позволит выиграть те драгоценные секунды, которые нужны для спасения пациента. И если ехать на машине от указанного места до больницы, то это занимает, по крайней мере, около 10 минут. За 8 месяцев этого года самые профессиональные пилоты нашего региона совершили 143 вылета для спасения более 200 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пострадавших в ДТП. Статистика по смертности на дорогах демонстрирует позитивные изменения, благодаря в том числе и привлечению санавиации. И сохраненных жизней может быть и больше. Самое главное – это человеческая жизнь. Мы нужны еще своим. Я вот нужна своему внуку Артему. Я ему нужна. Я нужна сыну, я нужна дочке, помочь ему, поднять его на ноги. Я не умею красивых слов говорить. Я говорю вот про себя, как есть. Да, временные рамки участия в федеральной госпрограмме по санавиации тоже играют роль, чтобы попасть под федеральное финансирование. Крайний срок – 30 ноября. А в случае со старой площадкой, той, что за рекой, сначала земле надо присвоить статус республиканской, провести кадастровые работы, что потребует минимум полгода. Площадка у больницы – вариант, который есть сегодня. И на нее получено немалое федеральное финансирование. Теперь дело за главгосэкспертизой, которая вот-вот должна выдать заключение на строительство вертолетной площадки у больницы в Шудаяге.